Завтра 1 мая – день весны и труда. Немногие знают, что 1 мая в современном виде возник в середине 19 века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение 8-часового рабочего дня. Это произошло в Австралии, но через некоторое время разошлось по всему миру. В Российской же империи 1 мая как День международной солидарности трудящихся впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тысячами рабочих. Ну а как праздник пройдет в этом году, в частности у нас в республике, мы узнаем у нашего гостя студии, председателя Федерации профсоюзов республики Николая Дегтярева. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что выделили время приехать к нам в студию, и с наступающим вас праздником. С какими требованиями и лозунгами в этом году выйдут трудящиеся, и какие отличия 1 мая 2019 ждут нас в отличие от предыдущих годов? Еще раз добрый день. Но, как вы сказали, этот праздник весны и труда, на самом-то деле, это Международный день солидарности трудящихся, и профсоюзы придерживаются этого дня. В 140 странах мира пройдет первомайская акция, в том числе и по всей Российской Федерации, но пройдет под девизом «Справедливая экономика в интересах человека труда». Это актуально, мы говорим, потому что если взять сейчас развитие экономики, оно не может быть без достойного труда, справедливое распределение доходов, чтобы у нас все-таки доходы трудящихся росли. Вот с таким лозунгом выйдет первомайская акция. А вот какие отличия ждут в этом году? Больших отличий нет, но хочу отметить, что ежегодно число участников за последние годы только увеличивается. Здесь, если взять по городу Якутску, это мы заявились на 50 тысяч человек, смотря по прошлому году, вышло 62 тысячи человек. Если взять по всей республике Саха-Якутия, то во всех центрах муниципальных образований пройдут шествия и митинги, и в многих населенных пунктах также пройдут, в том или ином роде будут отмечать первомайский праздник. Где-то кроме города Якутска, это участие планируется более 90 тысяч граждан республики. Но это только официальные данные, по неофициальным данным. Очень хорошие мероприятия запланированы в различных районах, кроме митингов и шествий. Вот то, что мы говорим, хорошее начинание. В Черчимском Лусе в прошлом году были. Все участники первомайской акции вышли на субботник по благоустройству, очистки своих центра Чурапчи. Уже в этом году такую акцию поддержали Алекминский район. Поэтому различные вот такие пройдут. А как вы считаете, с чем связано увеличение количества людей, которые принимают участие в параде? Ведь некоторые политологи не так давно высказывались на тему, что 1 мая как якобы пережиток Советского Союза, и так как мы отошли от Советского Союза, с каждым годом количество будет наоборот уменьшаться, и мы все больше будем переходить в какой-то рыночный план. Вот как вы считаете, с чем связано увеличение количества людей? У нас не парад, а демонстрация. Мы будем все-таки демонстрировать наши позиции, наши требования. Одним из таких требований, как я уже сказал, это повышение доходов трудящихся. Мы говорим о том, что все-таки ежегодно должны быть соответствующие индексации оплат труда. Необходимо, чтобы у нас были безопасные условия труда. Буквально на днях мы отметили 28 апреля отмечалось День охраны труда. И вот как раз итог месячника охраны труда также будут продемонстрированы на данных шествиях. Да? И вот почему так много людей? Потому что на Крайнем Севере это также все-таки связано и с весной. Да? После долгой зимы люди хотят выйти со всеми семьями, выйти, участвовать в демонстрации. И также будут гуляния. В целом по стране просто люди уже понимают, что необходимо участвовать в таких мероприятиях, демонстрациях, чтобы вообще проявлять свои позиции, да, властимущим государству, что необходимо сообща требовать улучшения жизни, требовать, чтобы все-таки
К сожалению, вот еще раз хочу сказать, что в целом экономика у нас по стране все-таки мы считаем не столь справедливое распределение доходов. Вот одним из главных также лозунгов будет это вообще, чтобы у нас было внедрено прогрессивное налогообложение, вот которое мы уже который год это требуем. То есть с уверенностью можно сказать, что это проявление гражданской позиции и Конечно. показатель гражданского общества Конечно. в стране? А вот резонанс в обществе вызвал вопрос о введении модельных штатных расписаний в бюджетных учреждениях республики. Вот какие действия предпринимаются профсоюзами республики? Ну, вот эти приказы были в системе образования и культуры были приняты в конце года, прошлого года. И вот как раз начали внедряться. И к нам при посещении наших трудовых коллективов мы ежегодно выезжаем в районы, города нашей республики. И очень остро был поставлен. И мы вот этот вопрос обсуждали и совместно с Министерством образования и культуры. Но если вот после этого, конечно же, мы мониторили, конечно, там численность достаточно была большая. Если по мониторингу первых чисел 28 апреля оно составляло в образовании 4700, то после этого, после разговора с министерством, была организована совместная рабочая группа. И сейчас эта цифра намного снижена, почти в 3 раза. Да? И мы говорим, что необходимо надо было вообще с первого раза совместно эти вопросы рассматривать и обсуждать, а не просто так заявить. Ну, конечно, это сложности для муниципальных районов. Сокращения должны были провести они на местах, руководители предприятий по рекомендуемым вот этим. Но сейчас более-менее стабилизировалось. Я думаю, что уже рассмотрен вопрос и в Государственном собрании, и мы, не снимая мониторинга, будем в рабочем порядке эти вопросы решать. Как сказал глава республики, прежде всего это должно касаться управления административного персонала, а не простых работников. Николай Николаевич, а сколько сегодня членов профсоюзов насчитывается в регионе? Ну, у нас, если в целом взять, то это около 200 тысяч, а чисто работающих 174 тысячи человек. А вот с какими проблемами чаще всего обращаются трудящиеся в профсоюзы, и могут ли обратиться к вам не члены, кто не состоит в профсоюзах? Ну, конечно, первостепенно это все-таки уровень оплаты труда. Как я уже сказал, если взять бюджетную сферу, то мы говорим, что необходим отдельный порядок ежегодной индексации для работников. Ну и вот то, что сейчас проводится работа совместно, ну, все министерства этим занимаются, конечно же, повышение окладной части, изменение структуры оплаты труда в части увеличения гарантированной части оплаты труда, вот эти работы будут проводиться. А в целом, если вот говорить, ну, конечно же, к нам могут обратиться все. У нас есть сайт Федерации профсоюзов, где однозначно любой человек, вне зависимости от возраста, где он работает или член, не член, задавать свои вопросы. И мои специалисты знают, что в течение 5 рабочих дней они однозначно получат ответ. Если даже мы не сможем ответить конкретно на этот вопрос, то будет дан промежуточный ответ, и мы будем, в основном даже такие вопросы задаются, которые не в нашей компетенции, поэтому мы стараемся эти вопросы уже обсуждать и с соответствующими министерствами, ведомствами, с правительством, и ответы всегда они получат. Николай Николаевич, а вот расскажите по количеству профсоюзных организаций, во всех ли учреждениях и рабочих местах созданы профсоюзные организации, куда работник мог бы обратиться, или все-таки еще есть над чем поработать, и работа в этом продолжается и на данный момент? Ну, смотрите, если вот у нас в целом в Республике Саха более 2900 первичных профсоюзных организаций. Мало или много, это, к сожалению, не дотягивает до 50%. В большей степени, конечно же, у нас небольшой охват в малом и среднем бизнесе, где в последующем они только будут увеличиваться. Да? Мы вот как раз в прошлом году приняли такие программы, чтобы идти в бизнес, чтобы создавать профсоюзы. А так, конечно же, охват профсоюзным членством, где эти предприятия есть, достаточно высокий, это свыше 70%. Николай Николаевич, ну мы вас поздравляем с наступающим праздником и всех жителей нашей республики. Спасибо, что пришли к нам в студию.
А я напомню, что гостем нашей студии сегодня был Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов республики, и говорили мы на тему предстоящих первомайских мероприятий. Оставайтесь на Якутия 24, не переключайтесь.